дверь, машина. Какая связь между этими предметами, спросите вы? А самая прямая, ответит в компании «Ампир». Закажи окна, двери, натяжные потолки на сумму от 10 тысяч рублей в компании «Ампир» и получи шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Здравствуйте, это программа «Патруль» и я, ее ведущая Анастасия Маслова. Пожар в школе, смертельный переход, новые подробности убийства в Агдавураке. Все это не только в нашем выпуске сегодня, но и, конечно, традиционный обзор обсуждаемых происшествий, случившихся за пределами Тувы. Обо всем по порядку. Начну с темы, от которой до сих пор мороз по коже. Стали известны новые подробности зверского убийства в Агдавураке. Напомню, там 4 марта в одной из квартир жестоко расправились с супружеской парой и их двумя малолетними дочерьми. По подозрению в преступлении задержаны две родные сестры – 19 и 25 лет. Старшая в школе была активисткой, хорошо училась, а вот младшая, напротив, перевелась в вечернюю школу из-за ранней беременности. О семье задержанных говорят так. Они относились к группе риска. Родителей неоднократно вызывали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, как социально неблагополучную семью. Злоупотребляли спиртными напитками. И вот на днях Следственный комитет сообщил, что уже проведены осмотры мест происшествий, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, проведены очные ставки, проверки показаний на месте, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Что же касается задержанных, им предъявили обвинения. Свою вину девушки признали и дали признательные показания. Расследование продолжается. И о еще одной истории, которую обсуждают с разных сторон. Речь идет о 4-летней девочке из труднодоступного Терехольского района. Она в сумерках прошла 8 километров до стоянки соседей, чтобы сообщить о смерти своей бабушки. Весть о героическом поступке отважной девочки облетела многие города. Они рассказывали федеральные каналы. С одной стороны, восхищение бесстрашием ребенка, но есть и другая. Следственный комитет, наоборот, заинтересовался, почему маленький ребенок воспитывался у пожилых родственников в далеком районе. И как получилось, что она подверглась такой опасности и все закончилось благополучно лишь чудом. В том числе, чтобы ответить на все эти вопросы, региональный СКР возбудил уголовное дело по факту оставления в опасности престарелых граждан и несовершеннолетнего ребенка. Подозреваемая мать 4-летней девочки. По версии следствия, она оставила дочку у своих родителей, при этом знала, что престарелые люди лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребенка. Кроме того, следственными органами будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также подразделению по делам несовершеннолетних, обслуживающих территорию Терехольского района. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления. Смертельный переход в Агдавураке. 11 марта пьяный водитель насмерть сбил 2 пешеходов. В ГИБДД рассказали подробности случившегося. Хонда сбила 38-летнюю женщину и 36-летнего мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходной зоны. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. Водителя задержали по горячим следам, им оказался 30-летний местный житель. У водителя прибором было установлено состояние алкогольного опьянения, а именно концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,58 миллиграммов, что превышает суммарную погрешность 0,16 миллиграммов. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также при движении не учел интенсивность движения, состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость направления движения, а также оставил место ДТП, не сообщив об этом в полицию и не оказав доврачебную помощь пострадавшим. По данному факту в настоящее время Следственным управлением МВД по Республике Тыва проводится проверка. Серьезный пожар произошел в селе Карахоль Байтайгинского района Тувы. Там 10 марта горело здание местной школы. Сообщение о возгорании на центральный пункт пожарной связи поступило в половине 8 вечера. На момент прибытия первого подразделения уже произошло обрушение кровли. Здание было полностью охвачено огнем. Для ликвидации пожара в связи с большой площадью горения были направлены силы и средства 3 пожарно-спасательных частей по охране Байтайгинского, Барунхемчикского района и города Агдавурак в количестве 12 человек и 4 единиц техники. Справиться с огнем удалось лишь спустя 3,5 часа. К счастью, на момент возгорания в здании не было людей, поэтому никто не пострадал. Для установления причины пожара из города Кызыла направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории по Республике Тыва.
Теперь о происшествиях, случившихся за пределами Тувы. Вот что обсуждали в социальных сетях на минувшей неделе. В Одессе байкер погиб в жестком столкновении с седаном. Внимание, впечатлительных просим отойти от экранов. Водитель Hyundai начал поворачивать налево и не заметил байкера, который двигался на своей Хонде прямо во встречном направлении на высокой скорости. Лобовое столкновение привело к тому, что мотоциклиста выбросило высоко в воздух. Он пролетел несколько метров и получил травмы, несовместимые с жизнью. Жаркий маршрут в Челябинской области. В результате столкновения с «Жигулями» у пассажирской «Газели» взорвался газовый баллон. ЧП заснял видеорегистратор очевидца. На шоссе в Миасе, оказавшейся на встречке «шестерка», протаранила борт маршрутной «Газели». От удара в микроавтобусе огненной вспышкой взорвался газовый баллон. Огонь объял заднюю и левую стороны «Газели», которая съехала на обочину. Пассажиры спокойно покинули салон горящего автомобиля, а водитель при помощи огнетушителя справился с огнем. Сообщается, что водителю «Жигулей» и одному из пассажиров «Газели» все-таки понадобилась помощь медиков. Nissan протаранил столб и чуть не сбил пешехода в Октябрьском районе Новосибирска. От удара, который произошел на приличной скорости, автомобиль отлетел на тротуар и встал поперек него. При этом на кадрах ролика видно, как от машины в последний момент успел увернуться пешеход, который затем подошел к автомобилю, чтобы при необходимости оказать помощь людям в салоне. По предварительной информации от спасателей, работавших на месте аварии, водитель Ниссана был пьян. Он находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. А под Красноярском пьяный водитель добровольно сдался полицейским. Правда, после того, как его остановили другие автомобилисты. Дело в том, что машина, за рулем которой сидел водитель под шофе, неадекватно вела себя на дороге. Горе-водитель совершил наезд на настоящий автомобиль, после чего попытался скрыться. Правда, этого сделать ему не удалось. Он врезался в ограждение и заглох. Тогда его и задержали очевидцы. А позже подоспели полицейские. Лежащий на обочине мужчина и не думал сопротивляться. Вы почему тут лежите? Ну что, плохой человек. Ты хороший мужик, забирай меня. А что случилось? Вы почему так себя ведете? Воробей, на, скали меня нарушили. Известно, что суд назначил пьяному автомобилисту помимо штрафа и лишения прав еще 14 суток административного ареста. Если вы стали очевидцами какого-либо происшествия, делитесь информацией в нашей группе ВКонтакте «Тува в объективе». Козылчанка пыталась получить материнский капитал обманным путем, за что и села на скамью подсудимых. Дело рассматривалось в Кызылском городском суде. Как там рассказали, женщина, понимая, что не может получить выплаты до достижения ее ребенком 3-летнего возраста, решила обмануть органы пенсионного фонда и внесла туда заведомо ложные сведения, якобы о покупке жилья. Работники пенсионного фонда провели проверку, и обман раскрылся. Отвечать за него женщине пришлось перед законом. В Кызылском городском суде ей вынесли приговор. Судом осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года со срочкой его исполнения до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста. Приговор не вступил в законную силу. И в заключение выпуска официальная сводка ГИБДД. С 7 по 13 марта в Республике Тыва зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 4 пострадали. За неделю в регионе инспекторы задержали 64 автолюбителя в состоянии алкогольного опьянения, из них 7 женщин. На сегодня это все. Напоминаю, вы можете стать соавтором программы «Патруль». Сообщайте о происшествиях по телефонам редакции и присылайте информацию на нашу электронную почту. Также свежие выпуски программы вы всегда найдете на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». До встречи в эфире.